Добрый вечер. Сегодня пятница, 9 октября, 590-й день аннексии Крыма. На АТР «Время новостей», в эфире «Заман». Плотинное Бахчисарайского района сегодня с утра оцепила полиция и силовики. В домах местных жителей провели обыски. По словам селян, правоохранители искали подозреваемого в нападении на станцию скорой помощи в Симферополе, в результате которого были убиты двое медиков. Сегодняшний день для жителя села Плотинное Бахчисарайского района Дилявера Абдураманова начался рано. 6:30 утра его разбудили сигналы автомобилей. Вышел я из дома и увидел, что полностью вот эти все горы, на всех холмах стоят ОМОН. Вот, подошли сотрудники милиции, которые сказали, что они по уголовному делу, что было убийство в Симферополе или где-то. И видели вы этого человека или нет. На что я им все ответил, что их интересовало. Они уехали. Через полчаса незваные гости пожаловали снова, но теперь их визит был более агрессивным. Получается, сотрудники милиции, ОМОН, говорить ничего не дают. Я у них требую документы на обыск, на нахождение на нашей территории, на что они не предоставили вообще никаких документов, кроме того, что показали свои ксивы. По словам Дилявера, правоохранители обыскали двор и подвал в рамках разыскных действий по делу о нападении на станцию скорой помощи в Симферополе, в результате которого были убиты двое медиков. У правоохранителей якобы имеется информация, что подозреваемый в убийстве Бекир Небиев может скрываться в Плотинном. После обыска 9 крымских татар, среди которых ранее судимые лица и соблюдающие мусульмане, увезли на допрос в Следственный комитет в Симферополе. Просто я не могу понять, если не могу понять связь, если привязывают связь к этому уголовному делу, для чего откатывать пальцы, для чего делать анализы мочи. С 4 утра силовики провели обыск по всему селу. Всего, по словам местных, в Плотинном были замечены около 50 автомобилей правоохранительных органов. Гражданская блокада Крыма продолжается. Сегодня уже 20-й день акции. На 3 административных пунктах пропуска ситуация спокойная. Подробнее расскажет Гульсум Халилова. Монтаж линии электропередачи Мелитополь-Джанкой начался сегодня утром. Провода лежат на земле. Сотрудники аварийной службы заменили одну опору. Об этом узнали активисты гражданской блокады Крыма и общественные организации. Сразу же прибыли на место ремонтных работ. Говорят, против возобновления линии, так как через нее поставляется электроэнергия в Крым. Вот общественность, которая изъявила желание прибыть на место. Вот что мы можем сделать? Мы не можем. Прекратите пока работу. Пока останавливается перекур. Не нужны эти работы в связи с тем, что восстанавливать линию не нужно, пока Крым оккупирован. Но это общественная позиция, причем большинства общественных организаций, которые также непосредственное участие принимают в гражданской блокаде Крыма. Звучало и то, что мы будем проводить энергетическую блокаду, а здесь раз так получилось, то нам не нужно никаких делать дополнительных действий. Ну что ж, раз провода лежат, значит мы приехали для того, чтобы, видимо, сам Господь так распорядился, что пора начинать и заниматься этим вопросом. Сотрудники аварийной службы возмущены. По их словам, работают уже 5-й день. Сказала работать, я работаю. Это наша работа. А то уже политика. Мы туда не лезем. Мы делаем свою работу. Это очень плохо. А что, а мы сколько тут жить, что ли, будем или что? У нас тоже дома семьи, все как положено, а мы тут сидим. Также сюда приехал директор Днепровской электроэнергетической системы. Говорит, поддерживает гражданскую блокаду Крыма. Однако просит дать возможность возобновить линию электропередачи. Да, электроэнергия в Крым сейчас поступает по 2 линиям, которые идут с Херсонской области со стороны, со стороны Титана заходит. Поэтому, в принципе, эта акция, она больше, я так понимаю, организована для того, чтобы достучаться, услышаться. К вечеру на месте монтажных работ уже развернули палатки, организовывают дежурство. Гульсум Халилова, Олег Козыкин, Заман, АТР. Крым не вернуть в состав Украины без крымских татар. Об этом заявил министр информационной политики Украины Юрий Стеть на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Украине. По его словам, ведомство делает все для привлечения коренного народа Крыма в информационное пространство.
О возвращении Крыма говорили сегодня и эксперты. Впервые после аннексии полуострова в Киеве собрались научные деятели и представители власти обсудить стратегию возвращения Крыма. Первым свою стратегию еще в прошлом году разработал благотворительный фонд «Майдан закордонных справ». Руководитель крымского направления этого фонда Андрей Клименко предлагает полную экономическую блокаду и военное возвращение. Он уверен, действовать нужно быстро и решительно. Но не исключает, из-за таких действий могут пострадать крымчане, сторонники Украины. Военный эксперт Сергей Грабский уверяет, Украина сейчас не готова к военной операции. Крымские татары будут вытесняться очень мощно. И их ждет следующая депортация. Это мой прогноз. Своих людей, наших союзников, да, особенно их молодую часть, если мы их не вывезем, не вытащим оттуда, в течение ближайшего года мы их потеряем. Это значит, что мы войдем туда, когда мы будем возвращаться на чужую нам территорию. Поэтому я вас призываю, чтобы мы тут не гуманитарничали, да, и не правочеловечничали, да, там вот так, да, или делали это, но с учетом того, что у нас впереди очень жесткий военный период, когда мы будем забирать назад свою землю. Задля досягнення оперативно-стратегічної переваги, якщо ми говоримо виключно про військову операцію, ми маємо зосередити на тому напрямку щонайменше втричі більшу кількість військ. Тому я і наполягаю на тому, що для проведення так званої хрестоматийної військової операції у найближчій перспективі в Україні немає сил і засобів. Таким чином, зосереджуватися виключно на військовому аспекті цього питання – це було б помилкою. Ми маємо використовувати ті ж самі засоби гібридної війни, які вдало і дуже уміло використовувала Росія проти нас. Для проведення цієї операції у Криму нам потрібно буде створювати не бойові підрозділи, а, власне, підрозділи стабілізаційних сил. Россия вдвое увеличила набор призывников из Крыма. Пресс-служба Южного военного округа сообщила, в ходе осеннего призыва из Крыма планируется направить для прохождения военной службы около 1000 граждан призывного возраста, что в 2 раза превышает показатели весеннего призыва. Осенняя призывная кампания стартовала в России с 1 октября, передает Интерфакс. Телеканал CNN сообщает, ракеты, выпущенные с кораблей Каспийской флотилии, разбились на территории Ирана. Согласно данным американской разведки, как минимум 4 ракеты разбились на территории Ирана в тот момент, когда они летели в Сирию. Источник в Минобороны Ирана эту информацию опроверг и назвал ее актом психологической войны, сообщает издание «Спутник». Жители Москвы обсуждают перспективы военной операции России в Сирии. То, что Сирия обернется новым Афганистаном, россиян не пугает. Опрос провело издание «Настоящее время». Я даже приветствую все действия Путина. Но там же все-таки наши военнослужащие. Ну, я думаю, что все будет нормально. Наверное. Вы надеетесь просто? Или я уверена в этом. Но это же опасно, это война, там воюют, стреляют. Ну и что? Видимо, у нас наши руководители, наверное, думают и соображают, что делают. Путину мы все доверяем. Не думаю. Я за Путина. Боимся. Очень боимся. И вообще войны боимся. А вы при этом не считаете, что надо поддерживать как-то вот официального президента сирийского Асада? Сирийского? Да. Я его вообще не знаю. Нет, не боюсь. Наша боевая техника лучшая в мире, а мужики его. Сейчас тут происходит тоже эйфория по Путину. А реально, чем это все грозит стране, я не знаю. Сегодня российскому оппозиционеру Борису Немцову исполнилось бы 56 лет. Его дочь Жанна Немцова организует в Швейцарии концерт памяти. Это тот концерт, который российские власти не разрешили провести в Москве на 40 дней со дня убийства политика. Ожидается, что в нем примет участие украинская группа «Океан Эльзы». Также на Троекуровском кладбище на могиле политика открыли памятник. Состоялись мероприятия, посвященные его памяти. Бориса Немцова застрелили в этом году, в феврале, на Большом Москворецком мосту около Кремля. По этому делу задержали 5 чеченцев. По одной из версий следствия, мотивом преступления могли стать резкие высказывания политика по поводу ислама. Однако соратники и родственники политика считают убийство политическим.
Я уверен в том, что в России когда-нибудь в недалеком будущем все будет по-человечески, все будет так, как мечтал Борис, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь. Она была директором украинской школы в Евпатории. Теперь в Крыму в отношении нее открыли уголовное дело. Ольга Тимошенко после аннексии Крыма некоторое время еще работала на полуострове, однако впоследствии была вынуждена переехать в Киев. История украинской патріотки в нашем сюжеті. Хіба це можна забути? Якась така дивна річ, коли час проходить і, здається, ти мав би забути, а якісь деталі загострюються все більше і більше. Детали аннексии Ольга Тимошенко вспоминает со слезами на глазах. Больше года назад директор украинской школы переехала в Киев. Рассказывает, еще до так называемого референдума казаки врывались в школу и уничтожали все украинское. Это было как страшный сон. Під'їхали ці козаки-самооборонці, побачили прапор України в холі школи, почали його, що це таке, там рвати, шматувати. І діти кинулися на допомогу вчительці, яка намагалася захистити прапор. Я думала, що це буде великий відгомін у місті. Однако нет, наступила временная тишина, но затем, после референдума, школа стала центром зла. Все враги России якобы собрались вместе. Это директор, учителя, ученики, их родители. А уже позже свое истинное лицо показали некоторые учителя ее школы. Признается, не ожидала. Я не могла збагнути, що відбувається, коли моя вчителька казала, вчителька географії, людина з вищою освітою, вона казала про те, що нам Путин за Севастополь будет столько платить денег за флот, что мы просто будем лежать все на диване и ничего не делать. Жартують вчителі, кажуть, це в нас така зарплата за зраду, це доплата за зраду. Чиновники-предатели начали ее обрабатывать, вынудили написать заявление. Сейчас Ольга Тимошенко – директор одной из киевских школ. В Крыму против нее возбудили 2 уголовных дела за сепаратизм. Якобы собиралась устроить теракт. Однако в это ее ученики не верят и постоянно поддерживают с ней связь. Як твоє навчання? Добре, тільки почалося цей тиждень. А так до цього просто тут була. Ви в Крим їздили хоч цього року чи ні? Їздили. Що там влітку в Криму? Так. Сейчас в ее школе чуть больше 1000 учеников, из них 160 – дети переселенцев из Крыма и Донбасса. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Нобелевскую премию мира 2015 присудили Тунисскому национальному диалоговому квартету за решающий вклад в развитие плюралистической демократии после жасминовой революции в Тунисе в 2011 году. Денежный приз составляет чуть меньше $1 миллиона. В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 276 кандидатов, среди которых были Папа Римский Франциск, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и канцлер Германии Ангела Меркель. Именно ей прочили победу. Квартет здійснював роль посередника і був рішучою силою для просування мирного, демократичного розвитку Тунісу завдяки великому моральному авторитету. В период с 12 по 14 октября Керченская паромная переправа может приостановить работу из-за ухудшения погодных условий. Морская дирекция сообщает, в эти дни в акватории Керченского пролива прогнозируется ухудшение погоды, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду. На этом пока все. Не пропустите Заман в 21:30. Удачных выходных.